Здравствуйте, дорогие друзья! Рекомендую вам кэшбэк-сервис Letyshops, с помощью которого можно экономить на онлайн-покупках. Это очень, особенно в нынешнее время, когда все будет через доставку, очень выгодный способ экономить деньги. То есть, что такое вообще кэшбэк? Кэшбэк – это возврат части потраченных денег с каждой онлайн-покупки. Кэшбэк – это реальные деньги, которые можно вывести на карту или электронный кошелек. Вот, допустим, этот сайт. Здесь вы видите разные магазины. Их очень много, более 2000. Есть мобильное приложение. И заради теста я уже зарегистрировался. Вам надо будет указать email и придумать пароль. То есть регистрация в один клик. Я уже это сделал. Поэтому вот мой аккаунт. Я только что заказал через AliExpress за буквально 6 гривен товар с платной доставкой. И вот прямо сейчас мне уже пришло 0,20 гривен кэшбэка. Просто так. Ясное дело, что я условно там заказал какой-то дешевый товар за очень, там, получается, даже $1 нет. То есть, если заказывать какой-то товар, допустим, за $100, то вам уже кэшбэк придет, соответственно, там, около $10, ну, в зависимости от разных товаров. Притом есть разные, абсолютно разные магазины. Вот все магазины. Есть там маркетплейсы, одежда, обувь и так далее. И везде кэшбэк разный. Это очень приятный бонус, и если вы будете пользоваться в течение года, то уверен, вы себе можете скопить на какой-то хорошенький iPhone. Или потратить в какое-то другое русло, хоть в акции, хоть в траты, как угодно, в общем, лишние деньги, почему бы этим не воспользоваться. Это стоит всего лишь установить мобильное приложение. Ну и, соответственно, пользоваться. Вот AliExpress. Здесь вы регистрируетесь и, соответственно, заказываете. Можете заказывать из других магазинов. Кэшбэк распространяется на очень многие товары и услуги. Через специальный сервис можно будет отслеживать, как посылка к вам быстро едет или летит и так далее. То есть здесь все очень прозрачно. Ну, я думаю, AliExpress вы также об этом слышали. Есть также отдельно кэшбэк-сервис в виде виджета, дополнения. Мы нажимаем «Установить». Ссылка будет на кэшбэк-сервис, на это дополнение и на отслеживание под видео в описании. То есть мы, когда устанавливаем, с помощью этого виджета сможем на каждом сайте видеть, есть ли на этом сайте кэшбэк через Letyshops или нет. То есть, покупая хотя бы раз в месяц, в течение года можно вернуть там свыше $100. А если вы постоянно покупаете через интернет, то это суммы довольно такие неплохие будут. Выгода кэшбэк-сервиса в том, что он получает некий процент от того, где вы заказываете, и делится этим процентом с вами. Поэтому всем выгодно, и тем, у кого покупают, и тем, кто покупает, и самому кэшбэк-сервису. В общем, что я хочу сказать. Раньше я как-то не доверял, как-то не открывался этой информацией. Сейчас понимаю, что нужно все-таки этим пользоваться. И поэтому рекомендую вам зарегистрироваться в Letyshops и установить расширение для браузера по ссылке в описании. Для того, чтобы всегда возвращать свои деньги. Хотя бы часть из них. Ссылки будут в описании под этим видео. Спасибо большое за просмотр. А теперь мы будем смотреть, соответственно, ролик. Извиняюсь за такую рекламу. Это помогает нам, в принципе, существовать и заниматься тем, что мы делаем. Спасибо большое за понимание. В сегодняшнем видео мы расскажем о прекрасном городе Душанбе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что думают люди о городе и стране. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея – честные и объективные новости. Просим вас поддержать наш проект и его развитие. Ссылка для помощи будет под этим видео в описании. Ой, замечательно вообще. Ребята, все это завораживает. Великолепные памятники средневековья, даже античности, крепость Гисар. И все это произвело на нас самое такое сильное впечатление. Эта страна имеет огромный потенциал для туризма, честно. Перед поездом в Таджикистан я не имел вообще никаких ожиданий, правда.
Но эта страна, она их не просто оправдала, она их превзошла. Вчера ходили по Душанбе и отметили, что говорят, что таджики похожи на белорусов. Радушие, принимают, разговаривают. И нам с тобой удалось создать атмосферу радушия, не просто нормального общения народов, радушия друг к другу. В Душанбе сразу понимаешь, что находишься на Востоке. Женщины все ходят в ярких шароварах, туниках, на головах пестрые платки. Очень много девушек, женщин носят национальную одежду, причем они не стесняются этого делать. Где еще в мире можно найти такую близость, такое родство культур, обычаев и традиций двух народов на протяжении тысячелетия, живших одной судьбой? Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам под этим видео в комментариях. Действительно, весь Душанбе утопает в цветах. Причем, знаете, вот мне рассказывали, если бы я чуть раньше приехала, то я увидела бы не розы, как сейчас, а я увидела бы тюльпаны. Причем такие тюльпаны, которые даже, вот, может быть, некоторые люди даже не видели и не знали, что существуют такие тюльпаны. Сейчас это розы. Везде, постоянно я чувствую какой-то уход. Но вот сегодняшний Гулькой Душанбе, вернее, сегодняшний наш Душанбе соответствует вот каждому слову моей песни Гулькой Душанбе. Только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.